С наступлением весны осложняется обстановка с пожарами. Как правило, в этот период происходит несанкционированное сжигание сухой травы, мусора и нередко возникают лесные пожары. Перед МЧС стоит задача оповестить и предупредить граждан нашего региона о возможной опасности. Потом во дворе же также в чисто отведенных местах можно сжигать тоже мусор нельзя. Очень много выездов по этому сжиганию мусора. Так что до вас довести. Есть такая проблема, есть. Часто из-за таких пожаров происходит возгорание хозяйственных построек и жилых домов. Также при сжигании сухой растительности ветер разгоняет огонь, и он очень быстро попадает на жилую соседнюю территорию, что может привести к необратимым последствиям. До жителей сельского поселения на живых примерах доводят важность соблюдения мер безопасности. За Карбулаке буквально недавно у меня горело сено во дворе. Во дворе из-за чего она горела? Из-за того, что близ этого сена расположено было мусор, юагиш. Мусор, маленькая, Печальная статистика свидетельствует о том, что в 9 случаях из 10 причинами лесных пожаров являются незатушенные костры. Кругом деревья. Кругом же все это сжигают специально. Также надо делать так же, чтобы каким-то образом пытаться после себя огонь, не оставлять огонь, тушить огонь после того, как они побыли, уехали. Контролировать это все нужно. Также еще одной мерой безопасности является разведение костров на расстоянии не менее 10 метров от деревьев на площадках, очищенных от хвои, веток и сухой травы. Запрещается разводить костер бензином и другими горючими смесями. Нельзя забывать, что наша неосторожность может привести к материальному и экологическому ущербу, а в худшем случае – гибели людей и животных. Мадина Цора, Султан Магушков, Магаз 24.